мои, я вас приветствую. Сегодня пятница. Прекрасный, солнечный, зимний денек. Я вас приветствую на нашем канале. Пятница, развратница. Как говорится, практически подготовка к субботе. Ну, некоторые со среды начинают готовиться к субботе, в общем-то. Но мне без разницы, у нас и пятница рабочий день, и суббота, и только воскресенье у нас выходной. Друзья мои, время 2 часа, солнышко близится уже к закату, как я вам и говорил, у нас полярная ночь, да? Нет, сейчас светло, все хорошо. Полярная она хоть и ночь, ну, это просто у нас очень короткий день. Так, тут мы двигаемся сейчас по улице Гагарина, да. Вот я решил немножко сократить, потому что там что-то на светофорах какие-то пробки непонятные образовались. Люди как раз все, кто опаздывает с работы, с обеда на работу, они все сейчас столпились там в центре города, поэтому я решил тут по Шанхаям немножко объехать по улице Гагарина. И выйду где-нибудь сейчас прямо уже там на Комсомольской. Здесь тоже нужно быть очень аккуратным, потому что... Так, сейчас прям на стекло чуть-чуть направим, то начинает затягивать. Друзья, сегодня у нас новый рекорд. Утром было 43 градуса. Сейчас немножко вот из-за того, что все-таки солнце какое оно не есть, но оно все-таки немножко нам светит, немножко нас согревает. Так, прокатились мы уже практически, вот Гагарина заканчивается, близко Комсомольская. Да, солнышко немножко днем нас согрело, порядка 37 градусов. Ну, минус, вы понимаете, да, не плюс никак. И мы едем дальше. Все, мы выехали на Комсомольскую. Как раз нам благоприятствуют светофоры зеленые. Оп, все, выскочили, все нормально. Вчера мы тут спорили, где у нас была типография старая деревянная. Здесь у нас, смотрите, кафе Travels был, кафе Юность. Здесь точно никто нам не сказал, что будет, что было на месте кристалла этого бассейна. Магазин Темп, он здесь и был, я так понимаю. А вот здесь вот вместо вот этой свечки девятиэтажки, она у нас относится к улице, по-моему, Комсомольской, да? Комсомольская, 23. Вот на этом месте и была, кажется, деревянная типография, потому что на той стороне, вот прям напротив нее, была старая почта. Старая деревянная почта, на которой мы, школьники, тогда любили убегать туда, смотреть, какие новые марки пришли, газеты, журналы. И еще помню, уже даже это было, я уже в институте еще, институт уже закончил, по-моему. И приехал, почта еще работала. Короче говоря, мы покупали там пластинки. Помните, был такой музыкальный журнал. Назывался он. Продавался такой музыкальный журнал. Там были всякие новости. И было несколько пластинок таких гибких, знаете. Их можно было оторвать аккуратненько. И вот эти пластиночки можно было проигрывать на проигрывателе. Вот это я прекрасно помню, был такой журнал. Единственное, я не помню, как он назывался. То ли Юность, то ли Мелодия, журнал Мелодия, что ли. Вот, по-моему, как-то так он назывался. Потому что там было много фотографий таких известных актеров. Тогда Алла Пугачева, Валерий Леонтьев. Вот, фотки были, там какие-то статейки были короткие. Но самое, конечно, было это то, что там были пластинки. Там были не только музыкальные, там были какие-то записи интервью каких-то там, у кого-то чего-то брали. Кто-то, какой-то известный человек там что-то рассказывал. Ну, вот это все записано было на этих мягких пластинках. Они такие голубого цвета были. Потом аккуратненько обрезали у них вот эту отрывную часть, и у нас хранились эти пластинки. Мы их там как в журналы, в книги клали и таким образом сохраняли. Так, ну вот этот вопрос мы уже выяснили, да, что там была типография. Единственное, что я этого не помню, потому что на моей памяти эта свечка комсомольская, как там, 29,
да? Она, по-моему, стояла там, насколько я это помню. Самое раннее детство я не помню. Некоторые там моменты. Так, а мы едем дальше. У нас на улице 43, от 37 до 43 градусов. В зависимости от района. То есть, если сейчас я поеду на Нижний Поселок, а я туда поеду, скорее всего, покупать автозапчасти. Вот. И там, скорее всего, будет ниже 40. Потому что за машинами, видите, какой шлейф тянется. Дымно-туманный. Ну и солнышко, видите, на закате. Вот оно, все, практически еще немного, и оно коснется. Кстати, если заметили, я вчера катался по городу, было уже темно, почти темно. И потом поехали мы на Верхний Поселок смотреть там улицу Интернациональную. Поднялись на гору, а там день, там светло. Да, вот такое вот бывает. Я вот сходил на почту сейчас. На удивление, даже на почте сейчас народу никого нету. Обычно там толпа такая. И еще такая интересная новость, знаете, запрет на выдачу пенсий прям в почтовом отделении. Теперь пенсию будут доставлять каждому пенсионеру домой. Вот, чтобы пенсионеры, а они же в группе риска, чтобы они тут не толпились друг друга, не перезаражали. Вот, пенсии будут носить домой. Только что при мне там куча пенсионеров возмущалась по поводу того, что они не могут сами прийти получить. Вот. Но девушка им ответила, что извините, друзья мои, товарищи, пенсию вам будет доставлена. И каждого записала, кто где, когда находится, чтобы пенсию доставить домой по адресу. Некоторым даже доставляли, а их дома не оказалось. Вот так они соблюдают режим самоизоляции. Ходят где-то, шарятся нафиг, а им пенсию принесли, а они ни сном, ни духом, Шутка. Друзья мои, такая вот фигня с этой пандемией. Так, сюда мы сворачиваем, друзья мои, на улицу Павлова. Мне тут заявка Павлова 12 поступила. Сейчас я вам Павлова 12 сниму. Вот он, Павлова 12, ваш дом. Сейчас я здесь вот возле РЛ развернусь. Здесь, оказывается, пункт выдачи Wildberries есть. Wildberries. Господи, откуда он этот Wildberries свалился? 12-14 дома, видите? Вот 12-й домик ваш, пожалуйста. Получите, распишитесь. Я не знаю, может быть, где ваши окошки были, я же не знаю. Это 14-й дом. Такие вот дела. Все, эту заявку выполнил, хотя я ее уже 32 раза выполнял. Но, видимо, в этом доме живет огромное количество моих подписчиков, которые желают видеть каждый раз свой домик индивидуально. Так, ну что у нас еще мы засняли для вас? Поликлиника детская, взрослая. Внутри тоже там, как я уже говорил вам, поликлиники, все на военном положении, нафиг. Прямо там отдельный вход для здоровых, отдельно для больных, отдельно, для регистратуры тоже раздельно, для здоровых, для больных, все лентами перевязано, все проходы отделены друг от друга, меряют температуру на входе, люди в скафандрах, практически в космических. Ну, деваться некуда. А что, ну как? Надо как-то самим тоже, врачам опасаться этого. А тут еще морозы ударили непонятные такие. Вернее, непонятные, обыкновенные наши якутские морозы. Морозы ударили, все, зима пришла. Мы все радовались. А, зимы не будет в этом году. Красота, весь ноябрь, температура, там минус 5-7 градусов. Нате вам, получите. Зиму, да.
Получил кучу благодарностей за Мирнинскую городскую типографию. До сих пор еще ведутся дебаты по поводу, где находится где находилась старая типография деревянная еще. Дворец культуры Алмаз вот перед нами с правой стороны. И типография, говорю, телерадиокомпания Алмазный край. Я вас опять приветствую на нашем канале. Торговый комплекс Культ Спорттовары. Ну, я помню, в Культ Спорттовары как-то я ходил. Но он уже здесь был, да, уже на Советской были Культ Спорттовары. Ходил я когда-то, это уже было мне 15-16 лет. И решили мне родители купить бобинный магнитофон. Мы пошли, ходили. Короче, или это все-таки на Ленина? На Ленина был магазин Культ Спорттовары, по-моему, там еще. Короче, мы выбрали там один. А нету нифига их. Нет, тогда тоже был дефицит же это. И вот завезли в Культ Спорттовары бобинники. Там были вообще дорогущие какие-то. Мы купили, назывался он «Снежить». Сейчас бы, наверное, сказали «нежить» какая-то. Нет, тогда был «Снежить». Это было что-то вообще, что-то с чем-то, там, такие колонки немецкие с ним шли. Это такое было счастье. Бобинник, представляете? У меня был какой-то кассетник там, ну, такой, там, не романтик, правда, был, а электроника какой-то такой простенький, бердского производства нашего. Да, тогда в Бердске производили их. И там, кстати, в Бердске мы его и купили. Ездили, у меня брат в Бердске служил, мы его купили в Бердске. Ну, что-то женщина, видимо, решила. Не в том месте оказалась, не в то время. Вот, и привезли. Но я им долго пользовался. И в школу вытаскал, там кассеты записывали, что-то какие-то звуки, блин. И музыку слушали. А потом вот это вот, когда появился бобинник, это был, я вообще был король. Мы друг у друга перезаписывали эти записи, стерео, там, обалдеть, я помню. Что мы то записали-то, помнится этот... Какая-то итальянская эстрада была там. Лошадами кантаре. Тра-ля-ля, что-то потом... Короче, дофига того. Там, Банием. Вообще просто было тогда. Мы такими меломанами все были. Друг у друга там эти брали, перезаписывали на 150 раз эти кассеты. Видите, какой дым идет из экранов. Ни хрена ехать, ничего не видно, блин. А что 40 на улице, друзья мои? 40 градусов. Мы так как бы по улице идешь, да пофиг, все нормально, себя прекрасно чувствуешь. Я даже опять забыл варежки нафиг. Шел без варежек сегодня. И нормально себя чувствуешь. Главное, нет ветра. Вот это самое главное, когда нет ветра. Это вам не на Уренгое, где там 40 градусов и ветрище такое, потому что там степи везде. А здесь тайга кругом. Если мороз, воздух стоит застывший, как будто стекло. Он просто вообще на одном месте не двигается. Идешь и думаешь, блин, ну вот как-то это как бы не примерзнуть так же, как и воздух к земле. Такие ощущения. Все, солнышко садится, 3 часа. Еще немножко, и оно за горизонт уйдет. Так, а мы едем дальше. Так, одну заявочку сегодня исполнили. Не знаю, друзья, а что-то вы это... Все, что ли, заявки кончились? Я их все выполнил, да? Давайте я буду просто ездить по городу и показывать вам мелкие там улицы, улочки, переулки, дома. Нет, давайте как-нибудь это... Составим план. И согласно плану будем вести планомерное хозяйство. Друзья мои, вот сегодня вот суббота. Я продолжаю съемку нашего видеосериала. Утро 11 часов, а не пол-11. Но уже более-менее как бы солнышко где-то приподнялось над горизонтом. Но все равно его пока еще нету. И дымка такая стоит. И туман. На улице 43 градуса. И, блин, как-то я вот добежал до гаража. И я вам скажу, как-то не очень комфортно себя чувствую.
Сейчас надо. Печка нагреется, чтобы хоть маленько согреться. Вот уже тепленький пошел потихонечку. Да, друзья мои. Ой. Новый кронштейн такой прибабахал себе. Ой. Торпеду. О, зашибись. Буду так снимать теперь. Ой. Что-то он пытается отпрыгнуть. Ладно, посмотрим позже. Это мы по шоссе Кирова едем. Сейчас сворачиваем на Советскую. Машин еще практически нету. Так, за исключением отдельных экземпляров. Ну вот за мной раз, два, три пристроилась. И впереди вот одна навстречу едет. И все, в принципе. Сейчас посмотрим на Советской еще сколько машин. Потому что подписчики пишут, покажи ночной мирный. Но ночной мне не получилось заснять. Ну, прям именно ночной. Ночью-то вообще никакой движухи нету. А днем, смотрите, суббота, и уже все, вовсю люди разъездились. Смотри-ка, я думал, никого не будет. Нет, довольно приличненькое такое количество автомобилей. Нормально. Блин, минус 43 градуса. Какого фига, блин, что делаете? Да, что делать? Люди выживают. Люди как-то пытаются бизнес развивать. Как его тут развивать в такой холод? Да, камера, она вообще красавица, конечно. Она вот там впереди туман, буквально вот 50 метров я не вижу, вот нет, 100 метров, все, на перекрестке уже дома не видны. А камера, блин, видит все. Какой-то у нее зоркий глаз. Туманы ей не страшны. Переходите, товарищи, дорогу, давайте переходите. Все, мы проехали практически уже всю Советскую. Не, люди ходят, люди гуляют. Хоть и суббота, понимаете, вроде выходной день. Утро, они куда-то бредут, кто-то куда-то идет. Я вчера говорил вам, да, пенсионерам сказали, чтобы они не ходили на почту получать пенсии, а будут приносить им домой. Представляете, какая-то нагрузка. Ну, они и раньше их носили домой, ну, где-то процентов, может, 30 общего населения пенсионеров. А теперь всем. Почта России будет доставлять домой. Такие вот дела. Вот печечка маленько задышала, хорошо, тепло такое пошло, обалдеть. Ну, это все. На сегодня весь день машина будет колмотить. Потому что, ну, свободного, не знаю, помещения найду, не найду. Опять в гараж ее заткнуть. Да, блин, лень, если честно. А с другой стороны, блин, бензина сожрет хрен знает сколько. Она же кушает литр в час. Ну, если вот стоит просто на холостых. Литр в час. За 8 часов. 8 литров. 8 литров по 50 рублей. Это сколько получается? 400 рублей. 400 рублей в день. Просто так, на ветер. Да, друзья мои. Так, на стекло надо переключить, потому что начал затягивать. Все, переключил. Смотрим. Так, а у нас опять дела, елки-палки. Лавианорд позвонил наконец. Представляете, суббота. Аж в субботу самолет прилетел. Обалдеть. Наверное, ночью разгружали. Груз надо поехать получить на СВК. Там, видите, вот, видите, там дымок такой идет. Через дорогу так вот. Вот он. Вот это дым такой, видите. Это северо-восточной котельной идет такая дымовая завеса. Она хоть и газовая, но с нее все равно шлейф теплого воздуха и немножко сажи. Ну, как бы не страшно, это все ерунда. Вот раньше, когда у нас
угольные котельные были в городе. Вот это было, да. Мы белого снега вообще не видели. Видели только вот когда он только-только вот идет, падает и все. А потом на следующий день он уже опять черный. Я как-то уже рассказывал в одном из своих видосов про это. Ностальгические такие у меня были воспоминания от детства о том, что в городе снега белого никогда не видели. И есть его было страшно, потому что он был черный. И снежная баба у нас получалась не белая, а такая получерная, только из свежевыпавшего снега. Ой, такие вот дела. Да, сейчас все на газу, видите. Но единственное, что, конечно, с газификацией у нас не очень хорошо получается. Вот некоторые объекты, даже у нас крупный магазин, там Экспресс, они себе провели газ. Ну, как бы у нас газификация есть. Трубы заведены, там эти улицы Гагарина, Бабушкина, там по ним там проходит газовая магистраль, там все как положено. О, нифига себе, крузак едет по рудовозке. Вместо рудовозов ездят крузаки. Вот, эти улицы, они газифицированы, но чтобы подвести себе газ, допустим, к частному дому, тебе надо там 150-200 тысяч заплатить. И плюс еще за обслуживание ежегодное, там 10-12 тысяч. Это какая-то, фигня, понимаете? Вроде как все для народа, а с другой стороны, вроде как и ни хрена не для народа. Если бы как-то это дело компенсировали власти, да, допустим, ты заплатил там, тебе деньги компенсируют. А так нифига. Потому что вот газовая труба, она вот сейчас вот мы будем подъезжать к повороту на северо-восточной котельной, и там она уже тоже проходит. Плюс идет газификация у нас поселка Айхалы, удачный, я не помню. Ну, в общем, в ту сторону труба уже тянется. Тоже там будет все газифицироваться. И будет там газ. Хотя я почему-то думал, что его туда в первую очередь протянули. Оказывается, нифига. Это только проект, только он уже идет потихоньку. Там вдоль вот этой дороги, которая на Чернышевской, вдоль нее уже копается там какая-то яма. Канава. Вот видите, желтые такие штуковины. Вот это газ. Вот видите, ящик желтый стоит такой. Это газ. Так. Все, мы свернули на СВК. Жалко, что вам не видно, что туман у нас. Туман довольно приличный такой. На улице в районе 40 градусов. Утром было 43 на термометре. Сейчас немножко начинает потихоньку растепливаться, потому что машины ездят, нагревают снег, и он такой, короче, становится на улице, становится теплее. Люди тоже бегают туда-сюда, и все, и уже 40. Не 43, а уже 40. Шутка, конечно. Вот она, северо-восточная котельная, дымит, видите? Громадина. А мы едем в Авианорд получать груз. Сейчас получим. Кто не знает, Авианорд вот здесь вот. Вот синяя табличка на воротах, видите? Авианорд компания. Так, наступают, можно сказать, преддверие Нового года. Осталось тут каких-то 3 недельки, даже меньше 3 недель. Ой, говорят, даже 31-й рабочий день будет. Солнышко видите? Оно сегодня какое-то вообще там в тумане, его практически не видно, там в 10 сантиметрах над горизонтом проползает. Из-за дымки, это из-за тумана вообще его практически не видно. Да, в преддверии Нового года люди потихоньку начинают втариваться с всякими разными вкусняшками, фруктами, овощами. Сейчас у транспортной компании был, говорят, машины идут, грузятся в Новосибирске, в Красноярске. Все готовятся к зимнику. Официально он 25 числа вроде как открывается официально, да. Но мне кажется, что там машины попрут раньше, потому что то, что они идут по нефтегазовой трубе, уже продукты, это все понятно. Но там ценник конский, там практически, смотрите, если машиной везешь просто по зимнику, 35 рублей килограмм стоит доставка. А по нефтегазовой трубе 60 рублей.
Самолетом 135 рублей примерно. Плюс-минус, в зависимости от транспортных компаний, от их состояния. Короче, какой тариф выставят, такой и есть. Вот, сейчас самолетом вот получил. Коробочка 3 килограмма. Косарь отдал. Ну, 1000. Там у меня эти герметики мои всякие разные. Вот. Такие вот дела. Уже хочется свежих апельсинов, мандаринов. Мы недавно ездили в магазин, посмотрели, там уже кое-что пришло. Но люди очень быстро раскупают такой товар. Это самое, что ни на есть, можно сказать, быстро раскупаемое вот это вот все. Ну, там морковка, свекла, картошка, это понятно. А вот фрукты, овощи, конечно, особенно если какая-то экзотика попадается, это да, это раз и все, и нету. А что там они привезли 40 тонн для такого города, да? Если каждого даже взять там по 2-3 тонны каждого разновидностей этих фруктов, овощей, да? Блин, 3 дня и нету. А если раз в неделю приходит машина, и чё? Ничего, нету нифига в магазинах. Мы, конечно, завтра поедем в магазин еще для себя, ну, что-нибудь там прикупить, это воскресенье как раз. А если сильно мороз не будет так сжать, как сегодня, то обязательно съездим в магазин, проверим, как там у нас с ассортиментом продукции. Ну, понятно, что магазин не один, поставщик продукции тоже не один, и каждый себя более-менее уважающий оптовик старается привезти в эти дни как можно больше. Да и вообще в течение зимника я никогда не помню, чтобы у нас в магазинах не было продуктов или фруктов. Ну, фрукты бывают уже исчезают, знаете, в марте месяце, когда бац, зимник закончился, а самолетом еще никто не хочет везти фрукты, овощи, это очень дорого. Люди же попривыкли к нормальным ценам, 150, 200, 250 рублей за килограмм, в зависимости от разновидностей каких-то этих фруктов, да? Тут бац, по 350, все, о, не-не-не, да куда такие цены, там все. Ну, бизнесменам тоже надо как-то выживать, они, блин, вот начинают самолетом возить, а там, я вам говорил, 130 рублей за килограмм. Плюс тара и так далее, там упаковка, это же все кто-то считает, плюс это, если объемный груз, это еще дороже, где-то в районе 200 рублей за килограмм, потому что апельсинчик просто так же навалом не положишь, он в коробочке, каждый отдельно друг от друга, и получается это, потом считают объемный вес, и выходит очень дорого. Даже иногда бывает с Якутска дешевле привезти, потому что с Якутска зимник дольше, вот, и многие из Якутска возят. А до Якутска есть железная дорога, друзья мои, там проще. Вот такие вот дела. Спасибо. Что тут сегодня есть хорошего? Пирожки по 38, по 40 рублей. Батончик с чесноком. Плюшка московская. Плетенка с маком. Вообще класс. Вот плетенку с маком я, пожалуй, возьму. Ну и все, в принципе. Молочного навезли всякого разного тут. Вот творог. Домик в деревне. Большая упаковка. 340 граммов. 236 рублей. Ну все, тут я не буду много ничего снимать. Тут и так все. Сливки есть. Молоко есть. Много чего тут есть. Ой, не туда пошел, да.
У вас карта? Здрасте. Карты? Пакет можно? Пакет нет. У меня пробная фото-видеосъемка, как все это будет выглядеть на GoPro-шке, если я ее повешаю, вот как сейчас она. А потом посмотрим, что из этого выйдет. Блин, такой холод собачий на улице. Ай-яй. Куда я ключи дел? Самое веселое — это когда не помнишь, в какой карман положил ключи. Все, слава богу, добрался. Вот, мы забежали в магазин Айсберг, посмотрели разнообразие товаров. Ну, вроде все нормально. Не подводят нас поставщики продовольствия. Хоть и частники они, но это в их интересах, чтобы у них в магазинах шел процесс торговли стабильно, приносил прибыль. Ну и чтобы люди оставались довольными. А мы купили манты с говядиной рубленой. Мы купили... Что мы еще купили-то? Говядина... А нет, называется свинина запеченная с грибами. Потом еще что-то мы купили там. Салатик мы купили. Блин, мне кто-то звонит, что ли? Телефон звонит. Да, вот мы купили салат селедка под шубой. И еще мы купили, попробовать, взял удон с говядиной, по-моему, что ли. Лапша с чем-то там, с мясом с каким-то. Ну, попробуем, потом скажем, как оно было. Короче, ребят, за все заплатил, а еще бутылку молока. За все заплатил 900 рублей. Ну, блин, до хрена, по-моему, да? Допустим, чтобы вот в течение дня покушать. Да нет, что-то останется на завтра все равно. 900 рублей на двоих, по 400 рублей. Ну, ничего же, так, в принципе, не сильно круто. Если дома, например, ничего не готовить, только чай пить, например, да, но 900 рублей все равно так прилично получается. Как, вроде как в ресторане обедаешь, да? Ладно, посмотрим. У нас сейчас короткий, быстренький такой обеденный перерыв. Работы много. Надо быстро перекусить и вперед. Вперед к победе коммунистического труда. Как раньше было написано везде. Вот на всех плакатах, на всех зданиях, во всех газетах, на зданиях и в изданиях, да. Везде было написано. Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза. Ура, товарищи! Сейчас так уже не пишут. Сейчас пишут больше алмазов Родине. Но Родине-то, блин, что-то мало достается. В основном достается хозяевам алмазных компаний. Так, все, перерывчик. Дальше посмотрим. Да, друзья, тут один подписчик мне написал, вот Ленинградский 19, мой двор. Да, я тоже живу в Ленинградском 19, поэтому у меня практически каждый день попадает этот двор в наши видосики. Сейчас мы с двора выезжаем напротив храма. И нам нужно заехать
к дому Комсомольская 4. Так, Комсомольская 4. Там одноклассник мой живет. Вернее, он не одноклассник, он параллельно классник был. Витя Кауфман. Если ты смотришь этот видосик, вот тебе большой привет. Хотя я и так тебя сейчас увижу. Я попросил взять у него аккумулятор на зарядку. Так. По-моему, где-то здесь. Да, вот здесь. Вот Комсомольская 4. Вот его машина стоит. УАЗик. Так, а что его нету до сих пор еще? Он должен был уже выйти. Так, друзья мои, смотрите, вон, видите, велосипеды стоят, припаркованные на зиму. Это только в нашем городе такое возможно, понимаете? Нормальные велосипеды со всеми там со скоростями и так далее. А вот что-то на этом велосипеде, по-моему, переднего колеса нету. Кто-то стырил. Велик-то пристегнутый, а колесо, видимо, нет. Так, ну и где ты есть? А, идет. Вижу. Сейчас подъедем сюда поближе к нему. О, Витек. Я-то думал, он уже мне вынес аккумулятор, а он, оказывается, мусор выносил, блин, вот зараза такая. Ну ладно. Сейчас мы это делаем. Опа. Ага. Все, забрал аккумулятор. Обещал поставить на зарядочку, он его, как бы, он у него не старый. Я не про Витю, я про аккумулятор. Нормально еще. Он в свое время заряжает. И он у него как бы на машине пока не получается ездить. Со здоровьем что-то не очень хорошо. И это... Но аккумулятор надо содержать в порядке, заряженным. Поэтому сейчас приеду, поставлю его на зарядку и посмотрим. А потом в понедельник ему отдам назад его. Такие вот дела. Сегодня мороз нифига не отпускает. Вот даже днем. Я что-то посмотрел на термометр, блин, опять 40. Ниже 40 не опускается температура. Ой. Выше не поднимается. Да, вот такие вот дела. Туман, конечно, стоит за машинами, блин, вообще туманит, парит. Благо сейчас хоть этих не стало, блин, старых КАМАЗов, МАЗов, КРАЗов, блин, и такой этой техники. Можно спокойно за ними заехать и как бы нету таких клубов дыма и пара. Одно время же у нас даже, да и сейчас автобусы все рейсовые, которые по городу ездят, у них труба выведена наверх. Из-за того, что когда они останавливаются где-то или двигаются, за ними такой туман стоит, что просто не видно вообще ни автобусов, ничего, ни дороги, блин. Поэтому их заставили вывести всем наверх. Сейчас что-то все вроде получится. Все, друзья. Если вы досмотрели эту серию до конца, как нынче модно говорить, подписываемся на канал. Пишем обязательно внизу свои комментарии, все, что вы об этом думаете, нравится вам или не нравится. И, как говорится, пока-пока.